Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такого вы не чулі», Маша Колесникова при микрофоне. Месяц таму беларускі рэпер Сироп Алексей Загорын выпусціў свой дэбютны альбом «Страшила». І сёння Алексей гость нашага жывога эфіру. Прывітанне. Привет, Маша, привет всем. Слухай, ну я тебе віншую, таму што мы за месяц так і не сустрэліся, не пагутарылі наконт альбома і наконт увогуле ўсяго. Ну да, были причины. Ну, бач, зараз такі непросты час зусім. Да, время нелегкое, но должен сказать, что эта изоляция самая приятная из всех моих изоляций. Серьезно? Да, поэтому я как рыба в воде себя чувствую прекрасно. Як ты увогуле праводзіш час вось зараз? Да замечательно. Я за пару недель уже выпустил 3 трека, 3 фита. Вот один из которых, вот последний, правда, был давно записан, а 2 вот как раз сделаны во время изоляции вот этой вот. Так что время впустую не теряем, мы останавливаться не намерены. Класна. Лёша, слухай, ну вось альбом твой убачыў свет праз 2,5 гады пасля таго, як ты як бы пачаў сваё новае жыццё. Я просто, ведаеш, сёння чытала інтэрв'ю наше з табой, якое было у кастрычніку 2017 года. Ілля Маліноўскі з табой у Михайлаўскім сферы яго рабіў, так? І так цікава, вы тады акурат і размаўлялі пра то, якім мусіць быць твой дэбютны альбом. І глядзі, што ты сказаў, што ты пакуль не можаш сказаць, якім ён будзе, так? І ты нават пакуль не вырашыў, якія песні ў яго патрапяць, але хочацца, каб гэта былі паўнавартасныя творы, так? Дык вось, так все и атрымалася? Ну, не совсем, конечно, так, но в большей степени, да, так, как я планировал, так и получилось. Пришлось очень долго искать оформление для каждого текста, потому что многое было совсем не то, что мне хотелось показать. На сегодняшний день альбом, который вот вышел, ну, наверное, процентов на 85 я доволен тем, что получилось. Вот. Многие песни приобрели какой-то другой посыл даже, при том, что текст остался неизменным благодаря вот оформлению, благодаря музыке. А за это я хочу поблагодарить многих людей. Это Феникс Рекордс, ребят, которые помогли мне все это сделать. Это Андрей Листроденков. Это Женя Бондарь, ну и многие-многие другие люди, да, все потихонечку, по капельке приняли в этом участие. Спасибо всем, мы это сделали. Класна, слухай, і вось калі ты ўжо трымаеш у руках альбом, так, што ты адчуваеш? Ну, ты ж до гэтага ішоў, правда? Да. Ну, ты знаешь, ну, а вот пока шел, каждый день я чувствовал какой-то подъем, не спал ночами, записывали, шли. Ну и, наверное, многие это испытывают. Раз легкая пустота появилась такая, просто усталость и опустошение. Такое. Она заполняется, эта пустота. Я готов к новым творениям, и я уже начал это делать. Впереди уже есть планы, которые раскрывать нельзя, конечно, чтобы ни на кого не насмешить из вышестоящих, да. Ну, нет, я очень доволен. Очень доволен. Каждый раз, когда я беру в руки этот альбом, обложку, смотрю сам диск, ну, конечно, что-то там такое дергается. Слухай, ведаеш, ты таксама ў тым інтэрв'ю казаў, што насамрэч ты мала што выдумываў як бы ў сваіх песнях, так? Але гэта было такое вось бачанне чалавека, які доўгі час правёў у калоніях, да? Вось гэта тыя яшчэ песні, якія толькі пачыналіся тады пасля таго, як ты выйшаў. Але ж потым ўсё ж як бы чым даўжэй ты на волі, ты можаш іншыя песні, правда? Складаются. Конечно, и ну, эти песни есть. Просто в этот альбом я постарался вот, максимально вместить свою тюремную, околотюремную тему и в дальнейшем, введя совершенно другой образ жизни, писать совершенно другие песни. Ты будешь отходить от этой эстетики? Постараюсь. Постараюсь, хотя все еще, конечно, свежо, все еще у меня память работает. И какие-то стереотипы срабатывают внутри у меня. Конечно, буду стараться. Хватит, эту тему надо закрывать уже. Ну так, оптимістычна ўсё гучыць, насамрэч.
Але ты ўжо за гэтых 2,5 гады прыстасаваўся да звычайнага жыцця? И да, и нет. Сур'ёзна? Ёсць яшчэ такое? Ну, конечно, есть, да. Много трудностей, много, которых, в общем-то, я не стану озвучивать, но ни к чему это мне все равно никто не поможет. С этим нужно справляться самому, но дело в том, что я готов с этим справиться, и я верю, что я иду правильно. А когда идешь правильно, придешь, значит, туда, куда нужно. Лёша, ну ты ж стаў ужо вядомым за гэты час. Да? Пра цябе расійская медуза, напрыклад, піша. Ну, не пра ўсіх беларускіх музыкаў піша расійская медуза. Ну да. Ну, што ты адчуваеш пры гэтым, калі пра цябе пішуць такія вось сур'ёзныя выданні? Ты знаешь, меня еще, в общем, каждую фактически мою вылазку в город меня кто-нибудь узнает. Я до сих пор не знаю, как с этим справляться. Я так смущаюсь каждый раз, когда мне еще какие-то там приятные вещи начинают говорить. Непривычно. Я надеюсь, я так к этому и не привыкну. Что я чувствую? Смущение пока чувствую какое-то. Для меня все это необычно до сих пор. Я не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы я каждые такие вещи все воспринимал, как-то, как должное принимал. Пока нет. Слухай, давай про тую песню, якую мы зараз будем слухаць. Я ведаю, что у яе есть история. Да, история у нее есть. Это песня из моего альбома «Страшила». Песня тоже называется «Страшила». И причем в этот раз она в акустическом варианте звучит немного не так. В том-то и дело, как вот она звучит в альбоме. В ней какой-то больше печали, больше романтики. А пользуясь случаем, я хочу подарить для Еврорадио свой альбом «Страшила». Да. Супер, дякую. Он там подписан. Пожалуйста. Дякую, вялікі Лёша. Да. Эта песня очень важна для меня еще тем, что я ее посвятил умершему другу Руслану Пану, да, бывшему гитаристу Ляписа Трубецкого и группы Трубецкой. Вот. Поем? Так, поехали. За мной несется быстрый джип-машина, в нем дорогой салон. Его гудок растормошил весь чертов изумрудный город. Быть страшилой паршиво, ведь это такой залом. Когда в башке вместо мозгов солома, это Гудвин и дружина. Цепкий взгляд, пружинистый шаг. Окружили, их цель близка. Они уже не спешат, вокруг меня в кольцо сжимаются внутренние органы. Я чувствую, как в кольцо сжимаются внутренние органы. Что вы бы ни делали, только летели ниже мишени стрелы. Мы в лишениях зрели, все движения звенья. Вы служите тем, чей приоритет только лишь шелест денег. И для достижения цели, как падшая женщина, стелитесь завязанными глазами, садят в автозак, но старого каторжанина вам просто так не взять, арест пустяк. Что мне браслеты и резкий стяг, королевский стяг ваш на балу приспустим. Коли есть друзья, дружба — это алмаз, карат 200. Мы придем на бал, маскарад вместе. В изумрудном городе как раз парад, но там нет нас, пора, туда сейчас порадоваться. Дружба — это алмаз, карат 200. Мы придем на бал, маскарад вместе. В изумрудном городе как раз парад, но там нет нас, пора, туда сейчас пора. Мы безмозглые и бездомные, мы трусливы, бессердечные. Но будьте к чуть-чуть человечней. В изумрудный город ваш меня привел порыв безумный. Заработать бабок, чтобы ставить себе мозги и зубы. Так много лет в грязи внизу были, очень медленно жили, но глаза разули. Этот город бред и тлен.
обман, фальшивый мир, мы тут не для наживы, хоть изумрудные камни, когда ножом крошишь, пруд уникально. Помню, как-то Уркаган на каторге по чай рассказал, можно уходить в бега, раскачав автозак. Были бы лишь друзья, ведь в этом деле кореша решают. Качаем, качаем, переворачиваем, побежали, шаришь. Думаете, словили рыбу копы? Это до поры. Я слышу львиный рык, татошку Эли, дровосека топоры. Ехали в рай на горбу чужом, но теперь меня сюда ведут к ним кирпичи желтые. Встречаю усатый Гудвин, дружба это алмаз, карат 200. Мы придем на бал, маскарад вместе. В изумрудном городе как раз парад, но там нет нас, пора туда сейчас порадоваться. Дружба это алмаз, карат 200. Мы придем на бал, маскарад вместе. В изумрудном городе как раз парад, но там нет нас, пора туда сейчас пора. Легавый шаг назад, качаем автозак, мы раскачаем зал, упор спиной, ногами, помогай, пацан, качаем, я сказал. Мы тут нелегалы к вашим берегам причаливали, не для печали, но как дежавю, внизу рудник. Это тот самый изумрудный мир. Слезу не уронив, ты не пройдешь, ведь все вам врут, не верь. Как муравьи несут зеленое говно на уровне преступники. Ваш Гудвин держит ни за что вас тут, прикинь. Невдалеке гудит дворец, оттуда слышен шум, но скоро он будет гореть. Я не один, и я войну вершу, борюсь против лжи и не лежу вам. Только поэтому я жив, а не лежу в мху. Расплавит изумруд пламя костра, нам на него насрать, мы устраняем монстра. Это демонстрация. Повержен Гудвин среди лжи и фальши. Мы одержим Гудвин на руинах Пересы. Мы едем дальше. Дружба это алмаз, карат 200. Мы придем на бал, маскарад вместе. В изумрудном городе как раз парад, но там нет нас, пора туда сейчас порадоваться. Дружба это алмаз, карат 200. Мы придем на бал, маскарад вместе. В изумрудном городе как раз парад, но там нет нас, пора туда сейчас пора. Дружба это алмаз, карат в 200. Рэпер Сироп, музична рубрика, такого ви не чули. Сьогодні гость живого ефіру Єврорадіо. Это я. Льоша, сапраўды песня набыла такое романтычнае нейкае адценне, правда, пад Да, акустыку. да. Класна. Спасибо. Слухай, увогуле, для каго твае песні? Вось мне падаецца, што за, напрыклад, там за хвіліну вось такую колькасць тэксту, так, пераварыць, правда, это ж трэба, но это не кожнаму дадзена. Ну, конечно, конечно. И поэтому я считаю, что в первую очередь это люди с хорошим музыкальным вкусом, естественно, которые меня слушают, кому я нравлюсь. С хорошим словарным запасом, с неплохим, надеюсь, образованием. Ну и, конечно же, это 25 плюс, а то и, может быть, 30 плюс. Вот так вот. Люди уже более-менее с состоявшимся каким-то мировоззрением, которые как-то уже поняли жизнь, что-то повидали в ней. Вот, ну, эти люди, я считаю, способны понять то, что я не вру. То, что я говорю, ну, я это прочувствовал, я это знаю. Вот так. Угу. Слухай, ну вось глядзі, ты будзеш адмаўляцца з часам там ад турэмнай тэматыкі, напрыклад, так? А ці не будзеш ты адмаўляцца ад рэпа? Ці ўсё ж вось рэп это менавіта той стыль, у якім ты адчуваеш сябе як рыба комфортна? Так, подожди. Нет, пока я не думаю от него отказываться, потому что еще много что и сказать. Я считаю, что вот хип-хоп — это как раз та ниша, в которой можно говорить много и быть услышанным. Но в то же время я не бросаю, у меня есть какие-то обычные такие мелодичные песни, лирические, которые тоже мир услышит в свое время, когда у меня, да, дойдут руки до этого. Слухай, ну вось, глядзі, у тебе на альбоме 17 песен цэлых. 16. 16. Ну і один спліт, так? Это шмат. Зараз все ж звычайна выпускаюць там, напрыклад, па 6 песенек, а ты вось все, што накапіў за этот час, Нет, далеко не сказать, все. не все. Так? Далеко не все, да. В общем-то, ой, сейчас кашлять — это преступление, извините меня. В общем-то, я могу просто сидеть, посвистывать и выпускать потихонечку там
где-то раз в год альбом еще несколько лет. Вот, но это нечестно. Поэтому, ну и творить хочется. Ну, а песен еще хватает. Вот. Не зря я просидел столько времени в изоляции. Слухай, ну увогуле прикольно, што ў цябе проста і ты не можаш это спыніць ніяк. О, нет, могу, но не хочу. Ну, многія табе могуць пазайздросціць музыкі, таму што не ва ўсіх такое, ведаеш, нешта выпусціў, а потым раптам нічога і не ідзе. А так получилось, что как раз нынешнее время вот этих вот, опять я вернусь, самоизоляции, это моя привычная среда обитания, как раз это те обстоятельства, при которых мне легче всего творить. Так, как у меня происходило на протяжении 20 лет. Вот. Я сейчас большую часть времени нахожусь в одиночестве, нахожусь в студии, ну, в самых лучших условиях, которые только можно представить. Когда у тебя под рукой всегда компьютер, ты можешь что-то там наваять, у тебя под рукой инструменты, ну, это прекрасно. Слухай, вы учора выпусцілі літаральна такую калабарацыю, так? Там музыкі гурта «Нейрадзюбель». Велосипедистов, да. Так. Скажы, калі ласка, вось чаму ты вырашыў удзельнічаць? Это твоя першая калабарацыя ці не? Так. Ну, вероятно, да. Но случилось она... Ребята ко мне обратились где-то в октябре, в ноябре мы приступили к записи. Ну, у них был какой-то бит и был припев. И сейчас это какой-то, там, «Я проникну в гены твоих детей», это песня коронавируса прям какая-то получилась. Вот. Кроме этого ничего не было, и, ну, мне пришлось создать какую-то смысловую нагрузку к нему. Ну, вот я выбрал «Апокалипсис», как видите, не ошибся. Нейкі прагноз. Ну што ж, песню эту можна паслухаць у нас на сайце euraradio.fm. А гостем нашым сёння стаў Алексей Сироп-Загорын, рэпер, які нядаўна выпусціў альбом «Страшила». Альбом можна паслухаць на ўсіх музычных ресурсах. Так што, калі ласка, слухайце Сиропа. Слушаем альбом, не болеем, покупаем. Счастливо. Всего хорошего.